Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В детском саду села Эдбаш Халачского Этрапа, Лебапского вилаята, дети всех возрастов, в нарушение нормативов, ходят в одну группу. Помимо детей из Эдбаша, детский сад посещают дошкольники из соседнего села Мюсюр. Всего набирается около 35 воспитанников. И все они, начиная с ясельного возраста и кончая шестилетками, находятся вместе в одной группе. Из-за этого между детьми часто происходят конфликты. Свои бьют чужих и наоборот, а старшие обижают малышей. Детсад был построен в 1980 году на средства колхоза, который тогда существовал в Эдбаше. Изначально открыли, как и положено по нормативам, 4 группы: ясельную, 2 средние и подготовительную. Но в 1998 году из-за нехватки средств количество групп сократили до 1, и до сих пор ситуация не изменилась. Впоследствии на территорию детсада, ко всему прочему, добавили сельский дом здоровья. Из-за этого детям пришлось потесниться. Даже если сейчас появится необходимость увеличить персонал, то принять его будет некуда, помещения в саду заняты. Впрочем, одна пустующая комната в здании имеется, так что разделить детей хотя бы на 2 группы все-таки можно хоть завтра. Главное найти работников и деньги на оплату их труда. Но в дальнейшем здание требует капитального ремонта, мебель также не обновлялась с 90-х годов прошлого столетия. Местным властям необходимо вплотную заняться отселением дома здоровья и приведением помещений в надлежащий вид. Но Хакимлик Халачского Этрапа на все обращения жителей отвечает, что в данный момент на реконструкцию детсада нет средств. В связи с этим люди решили обратиться напрямую к главе государства, почтой отправив свою жалобу. По их мнению, заместитель хакима Этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Газылгуль Ачилова не выполняет свою работу. Источник отмечает, цитата: «Она должна подать заявку в вилаятский хакимлик на выделение средств, согласовать вопрос с Этрапским отделом финансов, нанять строительную фирму». Но Ачилова не потрудилась не только исполнить эти свои обязанности, но даже не организовала встречу с родителями и не поговорила с ними о сложившейся ситуации. Видимо, не царское это дело, ее ведь назначил еще сам Гурбангулы Бердымухамедов в 2017 году. Конец цитаты. Начальник отдела образования Халачского Этрапа Акмурат Байрамов также не горит желанием работать. На все жалобы сельчан в отделе отвечают, мол, в здании детского сада нет условий для открытия дополнительных групп. Жители села Мюсюр обращались в хакимлик с просьбой построить для них собственный детсад, но тоже получили отказ. Официальные СМИ регулярно пишут, что в Туркменистане на всех уровнях проявляется большая забота о подрастающем поколении, но описанный пример из маленького селения Эдбаш в Лебапском вилаяте доказывает обратное. Представителям власти на местах, особенно вдали от столицы, как правило, нет дела до мелких проблем населения, и они отмахиваются от людей всякий раз, когда те указывают на эти недочеты и требуют их решения. Но ведь именно от этих мелочей, а не от телевизионной картинки, зависят реальные условия жизни людей. У вас имеется важная новость, и вы хотите ею поделиться. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем анонимность.